Что, братцы, всем привет. 9 утра. Я, ребят, уже возле реки. Добрался с таким шмурдяком. Сегодня такой мощный плановый выход у меня. В республике, ребят, уже заморозки. Сегодня у нас -3 было ночью. Впереди снега. Короче, вот такое утро хорошее. Ну, я в тайгу, ребят. На пару дней, наверное, за налимом. Так что все впереди, ребят. Плановая такая мощная рыбалка. Ну и, конечно, с комфортом. Сегодня у меня палатка, ребят, алтаюшка, печка, много вещей, короче, продукты, черви, живец, палеты даже, ребят. Короче, будем культурно-массово рыбачить, отдыхать и получать от этого удовольствие, несмотря на то, что такая погода, прохладно. Приоделся, ребят, новый костюм у меня, чуть позже расскажу. Ну, сначала все грузим, упаковываем, чтобы все довести в целости и сохранности. Так что, ребят, ну что, вчера у меня не получилось выехать. Дожди были. Живцы у меня прожили, получается, в воде 2 ночи. Не знаю, что там как. Вообще, в общем, ну, в принципе, нормально, ребят, смотрите. Сохранились немножко. Некоторые померли. Но есть и живых, ребят. Есть и живые. Ничего, если что, будем нарезочку делать. У нас еще сеточка стоит на живца 2 ночи. Посмотрим, что может на сеточку попалось. Так. Ну а теперь погрузка. Все во льду. Сегодня заморозы. Блин, с каждым разом, ребят, удивляюсь. Уже вроде один. Нет, вещей все больше и больше. Как на промысел идешь, блин. Ну, если хочешь отдыхать культурно, понятное дело. Так. Вот, ребят, печку я положил на рюкзаки. Сейчас мы здесь ее прижмем вот так сумкой. Все, и она никуда у нас не денется. Ну, вроде все. Погрузились. Ну вот, преимущество большой лодки. Многие говорили, куда такая здоровая? А вот, ребят, куда? Прям по красоте. Ну что, отходим. Опа. Так. Поднимем немножко. У нас здесь корни. Все. Заводим. Немного греемся и в путь. Ребят, смотрите, какая. Иней еще не растаял. Все, зима уже, морозики. Поднимаюсь уже по малой реке. Очень красиво. Ребят, добрался. Не знаю, стоит вообще сетка, не стоит. 2 ночи простояла, получается. Может, поднарезали вообще ее. Где-то здесь я к траве цеплял. Вот эту заводь я перекрывал. Ну что, стоит вроде красавица. Вся грязная. Вся грязная. Ух ты. Что-то, ребят, есть. Щука попалась, окунь, щучка. Блин. Хотел живцов порыбачить. Тут щучки, блин, залетели за ночь. Ну, хоть будет этот. Что на поесть тогда. Свежая рыбка тогда будет у нас. Блин, вроде ищу такую ставил-то маленькую. Все равно, блин, залетела рыба. Запуталась вся.
Закрутила, короче, мордой щука. Сейчас тут разберемся, что почем. Так, нашел вроде. Хотел, короче, жуца, ребята, поймать, а здесь... Ну, в предыдущем ролике вы видели, да, ребят, что я ставил. Пока сидел, рыбачил жуца, ничего не попалось у нас. А вот здесь, получается, за 2 ночи просто ртом она зубами, короче, усами зацепилась. Так, тут что у нас? Окунек. Окунек пойдет. Окунек пойдет. Окунек пойдет, ребятки. Так, где-то у меня ведерко здесь. Окунек пойдет. Щука, главное, этот нормальная, не замерзшая, ничего. Здесь вон плотвичка тоже. Короче, такие дела. Маленькая, ребят, щучка. Она нормальная. Вот она живая. Отлично. Щучки, блин, вот дает, а. Вот, ребят, 2 щучки попалось. Окунь, вот окуня взял, плотва тоже есть, но плотву, если что, на нарезку попробую. Блин, надо реально маленькую сетку ставить, и то щучка попадается. Все, ребята, ладно. Спускаюсь до устья и на подъем. Все, ребят, начинается, блин, в колхозе утро. Вот эти косы, блин, вода еще упала. 2 раза уже поднял мотор. О, вот она. Вот она, красавица, блин. Вообще обмелело все, ребята. Ходить вообще невозможно здесь. Мотор, конечно, гробишь, блин, таким образом. Вообще он не иду. Вот она коса, видите, ребят? Так, ну вроде 3-ю прошел. Еще 3. Середина реки, ребят. Будем протаскиваться. Охренеть, вот эта вода упала, блин. Раз еще мог проходить. Сейчас уже все. Вообще никак. Все, можно перекреститься, глядя на церковь. Прошел, ребята, эти злые перекаты, но очень сложно, блин. Ветер в эту сторону, течение, блин, большие волны, блин. Вообще, блин, бодаешься, лодку разворачиваю, то, что она большая, груженная. Ну, нормал, ребята, все, перекур и хода. Просто, ребят, я до того места, где сейчас недавно с ребятами 2 дня мы рыбалили. Немножко так согреться, блин, холодно, ветер. Долго, ребят, поднимаюсь. Вообще долго. Ну, зашел так посмотреть, все ли в порядке. Ну, в принципе, все нормально. Наши дрова
Здесь мы лук, морковку оставляли, картошку. Вот все лежит. Так, если что, кто-то заплывет, наушится. Ну, нормально. Возьму я чурбачок, ребят. Потому что там, где я поднимаюсь, дров у нас нет. Все попилили. А сейчас вспомнил, что пилу, короче, ребят, я забыл. Вот это да. Палеты взял и за пилу сразу забыл, короче. Сейчас немножко погружу дровишек, пока поднимаюсь. Ну это что, в палатку, если что, на растопочку. Потому что мало ли прозеваешь, надо чем-то разжигать. Опачки. Ну вот. Березка наша еще осталась пиленная с тот раз. А здесь уже все, ребят, с дровами беда. Так, на растопочку, чтобы было на печурку. Ребят, все, набрался до своей заветной точки. Уже родное для меня место. Мой обрыв. Здесь я лодку терял, налима ловил. Много чего интересного здесь было с этим местом, ребят, по этому сезону. Ну все, здорово. Набрался, отлично. Сейчас сразу палаточку поставим, печурку установим. Вот здесь, на этом месте. Чайку попьем и уже начнем делами заниматься. 2 бутылки, 2 кирпича у меня уже установлены после той рыбалки, а 2 кирпича еще взял. Сегодня 4 продольника, но они будут маленькие, ребят. По 5 крючков, по 4, по 5 крючков. Потому что одному длинный продольник неудобно проверять. Я их укоротил и сделал маленькие. Вот. Сегодня у нас будет, значит, 4 продольника, ну и доночки, само собой доночки. Сразу вещички, ребят, подымем. Удильники нам нужны будут. Здесь оставим. Это подымем. Рюкзачок подымем. Опа. Так, ну что, ставим палатку. Так, залазим. Вот и домик. Домик. Домик, наш домик. Так, ну выход под печку здесь будет, ребята. Сразу расправим. Уберем ненужное, чтобы не мешало. Ветки. Отлично. В прошлый раз, ребят, уже мы ставили вот эту печку. Это печка у Дамира. Братский, спасибо тебе за печурку. На, говорит, Андрюха, пользуйся, пока, говорит, свою не прикупил. И, значит, такой момент, ребят. Здесь стояли кольца. Вот, заводские. Ну, не подошла у нас труба. Пришлось кольца убрать. И вот пока вот так. Немножко вот видно, ткань нагрелась. Но это, в принципе, ничего страшного. Вот. Когда уже приобрету свою,
Уже можно эти кольца, в принципе, потом уже по диаметру вырезать. Вот так здесь позволяет. Можно даже на сантиметр убрать. Факт в том, что не влезло, ребят. Что, возьмем печурку. Кстати, печурка, ребят, ручная работа. Делает человек в Сыктывкаре. И вот Дамир заказал, и мы изготовили. Тут раз мы ее брали, и у нас не подошла она. Сейчас я быстренько установлю. Кочерга даже есть. Вот так вот. Так. Поставим ножки. Отлично. Переходничок. Кстати, этот можно использовать под этот, под какие-то вещи. Ну и также крышка можно использовать под стол. Все. Отлично. Также есть экраны, ребят. Правда, у нас здесь вот распаялась тот раз одна пайка. Паечка одна распаялась. Также сзади есть экранчик. Вот. Сейчас установим. Так, что у нас ветер куды? Ветер у нас куды? Туда надо сделаем, ребят. В принципе, потом туда у нас ветер. Устанавливаем, значит, вот туда. Ну вот как-то так. Один переходник нам не нужен. Газ под баллон разжигать. Ну все. В принципе, печка готова. Это как стол у нас будет. Пускай вот здесь он стоит. В комплекте, ребят, с палаткой шел коврик. Это под печку. Я еще сейчас его 2 слоя сверну. В 4, наверное, даже. И здесь возле трубы я еще сделаю пару оборотов. Вот, ребят, таким образом у меня получилось. Может, это, конечно, неправильно, но ночь мы тут раз переночевали. В принципе, нормально. Вот так я еще все это дело сделал. С этой стороны, ну и с этой стороны. 2 слоя в 3. Все, надеюсь, не загорится у нас. Сразу достаем, ребят, вещи. Здесь я фонарики положил заряженные. Можно наверх. Немножко мы делали тягу. Так, здесь у меня, ребят, подушки, спальник. Есть, получается, коврик, дождевик и освещение свое. Это, ребят, мы пока внутрь. Почему сразу заношу? Потому что обещали дождь, снег. Из-за этого. Дровишки, ребята. Взял палеты. Не знаю вообще, как это будет работать. Ну, штука вроде как хорошая. Люди довольны. Ездят на рыбалке. Вот такие вещи у нас будут на ночь. Вроде
2-3 штуки ложишь, хватает. Хватает прям надолго. Что по времени, ребятки? 1:30. Отлично. В принципе, успел. Прям успел. Так. Ну, можно перекусить, я думаю, чуть-чуть. Перед работой, так скажем. Растопим печурку. Посмотрим, как она в деле. Все ли хорошо. Все ли нормально. Сейчас разгорится, потом закроем. Ну, тут сразу тепло, ребят, стало. Отлично. Лишь бы вот тут ничего не нагревалось. А остальное ладно. В принципе, вроде нормально обмотал. Все. Палетку закидываем одну. И пускай у нас тлеет все это дело. Так, ну что, перекусим, наверное, ребят. Перекусим мы по-быстрому. Ребята. Перекусим и перекусим. Яичко. Помидорчик. Вот такая штучка у меня есть интересная. Сейчас быстренько. Что-то проголодался, блин. Вроде собираешься с утра. Пока все это сделаешь, блин, уже смотришь обед, блин. Вот такая штука, ребята. Хлебушек. И уже надо начинать заниматься делами. В принципе, на живца щука может взять, как практика показала. То, что щука с вечера. Приятного, ребят. Ребята, хорошо. Прикусил. Ладно. Дверь немножко закроем. Так что там у нас земля просушилась хотя бы немножко. Ну все, что, отлично. Дом стоит. Самое главное, потому что у нас погода-то уже не летная. Ну а сейчас начнем потихоньку расстановочку. Думаю, вот как поставить в яму, выход с ямы, начало с ямы, вход в яму точнее. Будем думать. Ну, поначалу сейчас завяжем еще 2 кирпича. 2 кирпича у меня уже плавают, ребят, с водой, говорю, в воде. Сейчас посмотрим, сколько веревки, чтобы напополам сделать. Веревку что-то я не взял больше. Короче, 3 метра где-то надо искать глубину.
и устанавливать. Так. Посоветовали не завязывай, Андрюха, можешь просто засунуть и закрутить. Ну, в принципе, да, как вариант, ребята. Все так же держится. Неплохо. Ну что, ребят, погнали. Махом замерзает, блин. Уже замерз. У нас здесь, ребят, яма. Вход в яму вот здесь. Один, наверное, мы там и поставим. Вот здесь такое интересное место. Вот здесь вход в яму, течение. Здесь, в принципе, может щука бахнуть. Поставим здесь. Будем пробовать везде. Искать, смотреть. Неважно. Глубоко, мелко. Течение. Надо налима везде искать. Ну, здесь, в принципе, мне очень нравится здесь. Так, какая глубина здесь? Блин, у меня веревка здесь 4 метра всего. Ну, здесь вообще мелко, ребят. Сколько здесь? Ну, максимум метр, наверное. Скатимся чуть-чуть. Чуть-чуть скатимся и найдем глубину. Ну, вот здесь, ребят, где-то 2,5. Вот как раз выход в яму. И прям в центре будет, получается, продольник у меня вот так стоять. Ну, тоже интересно. Тоже ничего. Так, продольники, ребят, новые, мощные, большими крючками. Так, потихоньку сейчас буду разматывать. Так, ну это у нас будет, значит, у нас конец продольника. Поставим сразу грузик. Я думаю, такое течение натянет грузик. Хотя, в принципе, можно не огружать, но я все-таки огружу, потому что все-таки хочу добыть налима. И пускай у нас будет огружен. Так, ну что, живчики, или одно название от живчиков, что осталось. Что-то вот есть, ребята, что-то у нас вот дергается. Надо потом перебрать живых в садок, а этих можно под нарезочку. Вот так вот. Все, первый погнал. И сейчас таким макаром, ребят. Тут у меня небольшой, 4-5 крючков. Так. Поводки флюр где-то 0,4, наверное, 0,38. Окунь какой. Окуня мы, наверное, на большие крючки поставим. Плотва есть. Ёршик маленький пойдет. Второй. И вот таким макарчиком, ребята, поставим. Вот оно, значит, все, ребят, от эхолота. Представляете, без эхолота. Вот я рыбачу здесь, да, налима. Вот идет течение. Ну, глубина там небольшая, кидаю. Начал вот оттуда, помните, да, ребят? И вот так все шел. Здесь вообще метров 8 просто. У меня якорь не хватает. Здесь вот 3 метра, ребят. Вот, смотрите, берег. 3 метра. Вот полторашка прям вертикально стоит. Ну, дальше, наверное, и продолжу вот так. Охренеть. Вот и глубина. Камень.
Вот это да. Это мощь. То же самое, ребят. Крузило, поводочек, крючок. Вот такая сорога пойдет у нас. Вот такая сорожина. Может, щуканция какая-нибудь возьмет здоровая. Правда, поводки-то не предназначены для крупной щуки. Но как бы ни было. Как бы ни было. Что у нас еще есть такого бодрого? О, какой ёрш, ребята. Тоже его поставим сюда на большой крюк. Опа. О, ершара. Какой, а? Будем эксперименты делать, ребята. Ну вот маленькие у меня получаются продольнички. О, я же зашевелился. Что здесь? Давайте здесь полностью, ребят, насадим прям просто мега наживку. Будем думать, что мы в Якутию приехали. Так. Вот еще окунь. Все. Ребят, зима. Зима просто наступила. Так. 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 Да. Снежочек-то попер. Наконец-то. Так, как дела у нас здесь в домике? Дома-то как дела у нас, ребята? А дома ништяк. Ташкент. Ну, палетика ничего не осталось. Еще пару закинем. Два полета, говорят, на 4 часа. Бишь, я полностью закрываю. Вот так. Мяско здесь у меня размораживается. Шикарно, ребята. Так, ребят, я сразу дровишки сейчас приготовлю, чтобы у меня в палатке все было, лежало. Палеты палетами, а дровишки тоже надо. На ночь закинул и нормал. Сучкастая. Вот так вот. Березку. Березка сырая. Покрупнее. Ну, ништяк, они тлеют. Отлично. Теперь с Божьей помощью можно заниматься доночками спокойно.
Правда, снежок, но ничего, не промокнем сильно. Сейчас будем насаживать. Всяко разно. Шмоточки будем делать. Первый есть. 25 метров. Сейчас я понял, где глубина, где бровка идет. Погнали. Упала. Так. Еще одна. Огонь. Опа. Есть контакт. О, мужичок сейчас. Пообщались немножко. Да, на 8 килограмм, говорит, здесь ловил. На лима, на продольник тоже. На живца. На езя, говорит, грамм 300. Все, щуку, говорит, хотел здоровую здесь выловить. Охотился, говорит, за ней, охотился. Вода, говорит, упала, продольник практически, говорит, возле берега стал. Думал, говорит, коряга. Налим, говорит, на 8 килограмм. Да, вот тут, конечно, налим. Ну, это редкость, конечно, ребята. Мы пока так ищем. Говорит, запомни, говорит, вот это место. Здесь кое-что, говорит, покажу. Интересно. Что он мне хочет показать? Ну, это подписчик тоже мой, смотрит меня. Тоже нравится. То, что, говорит, молодец, бодаешься, говорит, не ленишься. В наше время, говорит, вот сетями рыбачим, говорит, да и то лень. А ты молодец. Не знаю, что покажет, ребят. Я потихоньку перехожу на закидушку, ребят. Не знаю, там как камера пишет, конечно. Ну, быть. Погода такая, ребят, надо привыкать. Скоро зима. Ставлю закидушки. 3 доночки я поставил. Вода упала. И решил я по яме донки поставить. А здесь вот закидушками раскинусь. Тут как раз, ну, блин, с этим якорем прошелся, ребят. Я посмотрел, что как идет глубина. Блин, надо эхолот срочно. Иначе рыбы не видать. У кого эхолот, тут и ловят, скорее всего. Ладно, погнали. Закидушку. Алло? Первый раз в сороковку сетки попали окушки. На 2 сетки 2 окушка. Ага. Только начинает кучковаться в середине реки. А до этого ни одного не поймал. Ну вот. О. Щучка. Видал? Вроде бы херня, но его хватало, щука 100% уверен, больше метра. Ну да, да. Она там. Где-то здесь живет, короче, да? Да, она там. Если ты возьмешь продольник, наконец поставишь живца, подвязка такого или наливчика такого. Ага. Фух. Да. Это у нас, блин, погода шепчет. Палатки зашел весь снежный, блин, сырой. Подплывал мужичок и вот показал щучка где-то в килограмме. Вот ее кто-то держал прям, представляете, какой монстр здесь живет.
Он и говорит, вот здесь, говорит, Андрюха, ставь большой продольник с большим железным поводком, большого живца, и будет счастье. Вот перед ледоставом она, говорит, твоя в 100%. Попробуй, говорит, возьми ее. Ладно, ребят, это, конечно, все интересно, но сегодня у нас рыбалка своеобразная, своя. За бортом вообще что творится хорошо. Вот, ребят, палатка, печка. Отлично, прям мне прям нравится. Комфорт. Хорошо здесь просушил листву все. Сейчас здесь у меня сухенько. А за бортом вот такая погода, ребят. Пошел снег. Так, ладно, что, надо готовить дом свой до конца. Так, здесь спальничек у меня. Сейчас сразу достанем свет, подушки, ковричек растянем, ребята, чтобы здесь можно было пока сидеть комфортно. Вот так вот. Туда пока все резинки. Ну и освещение достанем. Наше лютое освещение. Так, сейчас мы, наверное, вот так протянем лампочку одну сюда. Вот так вот. И аккумулятор. Плюс, минус. Так, это выкручиваем. Нам не надо. И одну нам тоже не надо. Все. В принципе, вполне одной лампы вообще за глаза. Дождь, ребят, не успокаивается вообще. Ну, точнее, дождь, снег уже. Зарядил, так зарядил, блин. Ё-моё. Ладно, что, надо чайку на нас вскипятить. Попробуем на печке, получится, нет. Поставим, вскипятим. Перекусим что-нибудь. Еще светло, в принципе. Но погода такая, что не выйти даже на улицу. Немножко просушить вещи, подвесить. Да, ребят, времена идут, года идут. 5 лет назад еще ходил с рюкзачком, с топориком, с маленьким котелочком, с доночками. Ночевал. А сегодня палатка, печка, куча вещей. Да, прогресс, конечно, ребят, идет. А самое-то интересное то, что ловили раньше побольше. Вот оно что. Ловили раньше больше. А сейчас все есть. Техника. Снасти хорошая. А рыбы не стало. Ну зато кайфовать сейчас можно просто красиво. Сейчас представляете, вот как сейчас, ни костра, ничего вообще. Сырой снег. Но ночью будет заморозок. Так что, я думаю, снега не будет и можно будет поснимать, порыбачить. Ладно, сейчас. Не знаю, скипятится, не скипятится. Чаечек у нас. Нет, придется на горелочке. Секунду, смотрите, нифига. Четко вообще. Махом, блин, вообще вон закипает уже. Отлично.
Все, ребята, дело сделано. Это, конечно, ребят, что творится. Слышите, да? Нет, ты что там моргаешь у меня? Ветер поднялся. Вообще все задувает. Жесть, блин. Сейчас чайку попьем с вкусняшкой какой-нибудь. Лимончика можно, ребят. О. Попьем с хлебушком. Приятного, ребята. Не, ребята, это жесть, конечно. Что творит, блин, погода? Блин, сейчас же не выйти даже, блин. Правда, есть дождевик, хорошо. Придется дождевик одевать. Ну и хорошо, что все вещи здесь с собой в тепле, сухие. Конечно, труба вообще. Я смотрел, ну как будто снег, ну не такой сильный, думал, снег. Но думаю, так будет пухляк идти немножко, как обычно первый снег. А здесь прям вообще жесть. Труба, блин. Что, ребята, уже идет, короче, дождь со снегом получается. Это капец. 6-й час, пойду перепроверюсь. Быть надо, ходить, ребят, смотреть. Сейчас, в принципе, Налим скоро будет выходить уже. Такая погода прям егоная. Буду одевать дождевик и в бой. Как-то так. Иначе, ребят, никак потом получается. Иначе никак, родные. Продольники будут до утра стоять, а донышки-то, донышками-то порыбачу. Ну и все, бой готов. Ну, правда, не поснимаю, ребят, потому что, ну, там хана что творится. Ладно, пойду. Фу, ребята, я дома. Труба что творится на улице. В принципе, хорошо, что проверил. Все съедено. Грязи нету. Нормально. Вроде зацепов тоже нету. Отлично. Ну, дома у нас, ребят, хорошо, уютно, местами даже жарко. Будем, я думаю, уже прекратится хоть немножко, порыбачить-то даст. Сейчас даже если донка зазвенит, и тут ты не услышишь, что такой шорох стоит, блин. Все бело-бело, ребята. Вообще снега намело куча вообще.
И сейчас такой сырой, такой, знаете, льдинки такие падают, вот они так сильно звенят, блин. Нормально. Побалдеем, полежим, подумаем, помечтаем. Люблю вот так одного. О чем-нибудь подумать. И как раз в планах постройка избы. Вот можно кубы покидать. Ну, в целом, не то, что кубы покидать, а подумать. Подумать вообще, как проще, как лучше. С местом, ребят, не могу определиться вообще никак. А так, начал собирать справки, вот дают на дрова, на постройку бани, нам кубатуру леса раз там в год, раз в 5 лет. В принципе, у нас есть одна справочка. Но я хочу как сделать? Я хочу этими справками отдать людям, которые занимаются лесом, чтобы они заходили в лес и у них были эти справки на энное количество вырубка леса. А они мне уже готовый материал. Ну, доска, понятно, там дело, там не первый, не второй сорт, там третий, второй сорт. Ну, доска все равно нужна будет. А по поводу самого сруба, не знаю, вот или кругляк, или брус. Брус шикарно будет. Ну и с местом пока не определился, так что, ребят. А так в целом буду звать гости на постройку. Кто желает, приезжайте, ребята. Вместе будем поднимать, строить, отдыхать, рыбачить, охотиться. В будущем будет так, ребята. Так что, кто надумает, милости просит. Что, ребят, сходил, перепроверился. Тишина пока. Немного листвы вот в яме крутит, короче, и лист. А тут, в принципе, нормально. Закидушку оборвал. Там в краях вообще делать нечего. Блин, там такие дрова. Что-то решил, ребят, я немножко марафета навести. Сломалась у меня крышка. Надо новую. Что-то оставил, блин. Снегом все засыпало. Надо немножко марафетика навести. Прибраться. А то, блин, куча всяких пакетов ненужных. Сожгем все это дело. Вот, кстати, я ставил на продольник вот эти крючочки. Ну, зверь крюк, конечно. Прям шикарные крючки. Прям шикарные крючки, ребята. Кстати, на продольник как-то ставил офсетные крючочки. Тоже ништяк работает. Они очень острые. С таким изгибом. Ну вот на живца, в принципе, ребят, четко. Если кто занимается такими делами, ребят, как лайфхак вам. Так, ребят, 7:30, третий проход. Только дождь, ребят, утих. Сначала снег, потом снег с дождем, потом какой-то замерзший дождь с такими льдинками, потом вообще ливень. Палатка промокла немного, но сейчас сохнет отлично. 7:30 проходик сделал. Тишина. Закидушку перевязал, оборвано было. Все. Блин, вода так упала, ребят, просто летний вариант. Вообще жесть. Только остается пока вот так. Но буду каждый час проходить до часу, до 2. По-любому будем бодаться. Ну, в целом, надо ужинать. Надо готовить ужин. Сейчас закинем дровину. Пускай у нас там все растапливается, потому что печка нужна будет. Попробуем пожарить на печке что-нибудь. Кстати, заодно и протестируем. Правда, конечно, труба у нас спереди. Готовить придется сзади. Чуть неудобно. Ну а так, в целом нормально.
Ребят, смотрите, сколько снега. Но это уже он тает. Вот так вот. Первый снежок такой плотненький. Да, нормально так подворошило. Ну, дождем уже подзабило. Вышел так на осмотр территории. Пока дождя не особо. Вот пляж. Тоже весь в снегу. Ну и от фонаря так видно классно, да, ребят? Вон теремок наш. Печка топится. Все шикарно. Закидухи молчат. Доночки тоже молчат. Так, ребят, у меня есть немного мяса замороженного. Сейчас под печкой расставил. Хочу сделать рубленые котлетки. Сейчас, правда, освещение добавим. Но прямо над кухней. И попробуем, ребят, нарубить фаршик. Тарелочку возьмем. Прям попробуем нарубить. И пожарим котлеточки. Котлетосики, котлетосиков. Захотелось. Можно мясо, конечно, просто пожарить. Но мы попробуем, ребят, из этого мяса сделать как бы не фарш, ну что-то типа того. Конечно, заморожено бы было попроще. Но мы попробуем сейчас разрубить все это дело. Намельчить. Ну, в общем, ребят, вот такая у меня мисочка получилась. Ну, рубленым тяжело назвать. Таким рваным каким-то. Что-то типа таким большими кусками некоторые получились. Ну ничего. Мы, как обычно, ребят, в тайге, нам нужны кальций, нужны калории. И мы не смотрим на вид, мы смотрим на вкус. Так, немного солюшки, немножко приправ вкусных. Без них я никуда. Вот. И черного перчика, само собой. Немножко черного перчика. Все, сейчас это тщательно перемешаем. И попробуем соорудить котлету. Все правильно, ребят, не котлеты, а котлету. Сделаем одну себе такую мощную котлету. Не знаю, яйца, конечно, нету для склейки. Попробуем взять немного муки и, короче, что-то сейчас соорудим. Ну что, ребят, вот такая котлета у меня получилась. Блин, ну невозможно ее смастерить. Не стал я уже муки добавлять. Печку сейчас топим по всем парам. Котелок пока убираем. Котелочек нам пока не нужен. Вот так вот. Ну все, ребят. Пробуем сейчас что-то пожарить. Что там, как наш шницель? О, можно, ребятушки, перевернуть, я думаю. Ух ты! Видали, ребят, такую когда-нибудь котлету, не?
Я тоже нет. Сейчас еще его с этой стороны. Все, ребят, наверное, хорош. Будем снимать. Чаечек у меня уже стоит, ждет. Ух, вот это, ребят, котлетос. Ну, котлетой назвать тяжело, но как бы ни было. Печку можно закрыть немножко, прикрыть. Помидорчик я нарезал. Хлебушек у нас присутствует. Хлебушек присутствует. Надо попробовать это чудо света. Что за чудо света такое получилось? Прожарка идеальная, ребят. Края нормально прожарились. Я бы сказал, прям идеально. Такое рубленое чудо у меня получилось. Ну-ка я попробую. Огонь! Что, давай, ребят, с нами, со мной точнее, тоже что-нибудь быстренько. Импровизация, ребята, она, знаете, такая штука. Я люблю такой бардак такой, знаете. Утром яичницу жарю. Ну там яйцами не обойтись. Пошли в ход сосиски какие-то. Зелень, помидоры. Бам-бам, сыра накидал. Потом мои удивляются иной раз. Это что такое? Там яиц не видно просто. Специи чувствуются, ребят, вкусно. Блин, дождь, зараза, конечно. Одолел меня. Сейчас вот опять прекратился немножко. А так что было? Я не знаю, блин. Что ночью будет? Ладно, Нали молчит. Но я думаю, из-за воды, конечно, вообще. Вода вот так упала. Обычно в это время вода чуть ли не с берегов выходит. Бывали такие года. Сейчас еле прохожу. Перекаты жуть просто. Вообще жуть. Такие сплошники вообще. Жалко мотор, конечно. Надо будет потом разбирать. Смотреть там песок, не песок. Но это уже потом. Еще походим, наверное, я думаю. Хотя многие у нас уже не то что резинки. Уже на железных не ходят уже. Все. Сезон закрыли. Нет, на лемятник. Тот еще. В этом году пободаемся, наверное, еще. Да и так походим, что. Какую-то рыбалку все равно придумаем. О, опять заморосил. Ну что будешь делать, а? Невозможно просто. Ладно, братцы, давайте будем. Выбрался все равно. Переночуем. Походим. Я не буду как бы ложиться спать. Сейчас там что-то лениться. Буду ходить, смотреть, перезабрасывать все равно. Может выйдет налим. Может дурак какой-то, ну, на дурака хапнет. Время просто такое на лиме. Да и погода такая стрёмная. Прям вот что ни на есть на лиме. Снег, дождь. Ну, человеку просто на берегу не выжить. А рыба ходит вот именно на лим. Люблю эту рыбалку, блин, без ума просто вообще. Зимую
Жду весну. Но весной, конечно, не то пальто. Но вот, правда, по весне, по последнему льду вот мы хорошо отловились. Но это благо то, что я взял мотособаку. Так такой рыбалки, конечно, тоже себе не придумать. По большой воде, когда лед только ушел, можно рыбачить тоже не особо, потому что много все затаплено. Вода из берегов, мало мест таких, где можно подойти. Вот прям, если обрыв, то вода, чтобы не выходила из обрыва. Ну а так здорово, что кайфую. Вот интернета жалко нету. Связь есть маленько, проскальзывает. Но интернета нет. Вот сейчас бы вообще залип. Что-нибудь посмотрел, видосик какой-нибудь. Да или на комментарии ваши поотвечал бы. Стараюсь, ребят, отвечать, потому что, ну, я понимаю то, что, ну, очень много. Видео выпускают часто. Я еще на тот не успел ответить. А уже новые получается. Ну, там, ребят, не обессудьте тоже, не, как бы, по возможности стараюсь всем ответить. Как бы нормально все. Ну все, за рыбалочку. Красота. Чаечек, лимончик. Ну что еще надо для счастья, ребят? Ну, когда в одного вот даже никакой алкоголь не нужен на самом деле. Люблю вот так кайфовать. В этом тоже есть смысл и понятие какое-то, ну и расслабление своеобразное. Ну а когда с компанией, ребят, не обессудьте. Я знаю, многие ругаются, Андрюха, ну, хорош бухать там на камеру. Ребят, ну это не бухаем, это культурно отдыхаем. Кто-то может пузырь дома выпить за столом, а мы на рыбалке. Мы же там не в шмат не уделываемся. Новые люди бывают, приезжают, новые знакомства. Да, употребляем. А почему нет? Здоровье пока позволяет. За здоровьем будет плохо, вот будем чай пить. А пока молодой, рубаха, во, погнали. Ладно. Сегодня, ребят, как-то так у нас пока. В домике. Ну, для себя тоже полезно. Смотрю, что да как. Вывезет она, не вывезет, палатка это. Этот, то все. Вот такие дела. Что-то, ребят, прилег. Лежу тут, кайфую. Что-то у меня вроде на закидушку сработка. Не знаю. Сходим сейчас. Смотрим. Че, сколько у нас времени? 9 часов. Начало 10-го. Блин, дай бог налим. Блин, как назло. Дождь захерачил. Опять. Опа. Какая-то закидушка вроде позвенела. Блин, сейчас камеру, ребят, конечно, зальет. Махом. Ну что делать? Кто тут зынкнул, блин? А кто? Налим или что? Стоит. Никто не трясет. Кто-то первый проверил. Вроде она рядышком. Так, здесь никого. Здесь никого.
Вроде слышно было, блин. Не показалось же мне. Блин, здесь тоже никого. Здесь тоже никого. Что, на последнюю, что ли? Я ее, кстати, перевязывал, переместил. Блин, здесь тоже никого. Значит, подходил. Зараза. Подходил. Подходил кто-то. Что, ребят, разделся, лежу. Ну, сейчас были поклевочки, реально, две были поклевки. И, кстати, закидушка и рядом донка с ней была. Вот на них обе пожамкана. На донке вообще не было червей. Не знаю, то ли мелкий налим, то ли что. Ну, скорее всего, это он, потому что в такую погоду точно никто не будет брать. Блин, 10 часов, начало 11-го. Каждый час хожу, проверяю, ну, пока вот так. Дай бог, что продольники, ребят, пищат прям. Поставил чаечек на плиту. Ну, в принципе, там все хорошо, вот, ребят, можно готовить. На мир братский, если будешь смотреть, то вот, ну, чисто вот из-за вот этих экранов, держателей, вот там плохо получается. Не вся поверхность прикасается к печке. А так все красненько, вон здесь, видите, ребят. Можно готовить нормально. Печка просто, ребят, ручной работы. Ну и чисто как бы понятно, то, что это не какой-то производитель такой мощный. В целом классно все. Все здорово. Здорово, подруга. А ну-ка, это какое? Давай-ка с моей дороги. Переворачиваться главное. Была бы ты поменьше, я бы тебя на налима насадил, наверное. Холоднокровная. Спячку уже ложатся. Так, ну что, чурочку еще доколол. Все. Здравствуйте. Черви я занес. Мало ли ночью заморозы будут. Чтобы мне... Ну и возле входа. Тоже, чтобы не сварить их, конечно. Ну что, ребята, время 12. Так, короче, нифига. Ремях у нас не вышел. Ну я прилег, короче. Покемарим немножко. Печку затарил. Закрыл полностью. Чтоб... Ну, смоляк тоже горит хорошо. Вон наша лампочка нагрелась, блин. Аж мигать начала. Приоткрыл окно немножко, чтобы поток воздуха свежий все равно заходил. Не был как в бане. Ну, здесь снизу, конечно, так попрохладней. Все, ребят, будем поспим, будем. Блин. Ну, дождь хоть успокоился. Не знаю. Надежда на продольники, на живца. Там, в принципе, все хорошо. Один вообще такой у нас там на крупняк. Глубина такая хорошая возле берега. Блин, я офигел там от этих бровок. Ну ладно. На связи.
Мой палаточный кемпинг простоял ночь. Отлично. В принципе, дождь не прекращался. Под утро вот снег вальнул. Ну, поспал, ребят, шикарно вообще. Раза 3, наверное, 4 я подкладывал. Вот такие плахи здоровые были вот у меня нарублены. Вот 3 штуки осталось. Палеты не трогал, ребят. Короче, на 2 чурбаках, получается, можно ночь протянуть. Вот такую длинную. С 5 до 5 темно. 12 часов. 13 уже получается. Отлично. Сейчас 7 утра. Завтракаю. Ну и на проверку, ребят. При вкушении, возможно, возьмем налима. Посмотрим. Опа. Наши бегульмы. Опа. Не знаю. Вчера я ее так и не доел, блин. Слишком мощная. Сейчас позавтракаем мясцом. Чай попьем. И потихоньку сворачиваться будем, наверное. Не знаю, посмотрим по налиму. Но вторую ночь оставаться смысла я не вижу, потому что... Да, если на продольники попались хоть что-то, то на донке вообще ноль. Правда, я еще не проверял. Но до часа не было поклевок вообще. 2 поклевки какие-то были. И все. Так, что, малость постельное собрал. Немножко кухню убрал. Пойдем посмотрим, что у нас тут происходит. Что у нас происходит здесь. Очень красивое исполнение, конечно, ребят. Снежные удильники такие. Обрыв так тоже преобразовался. Круто. Все равно красота своеобразная такая. Но этот снег будет еще таять 1000 раз. Это еще не показатель. Да, водичка, конечно, вообще с ума сходит. Ну вот здесь я вот донки ставил. Вот моя тропа. Вот здесь я ходил. И вот эти корни всякие, поленья видно. Когда я вот подтаскивал, у меня были зацепы. Ну, как раз я и говорил, 5 метров. Вот там балан. Жесткий. Тут дрова. Вообще какие-то корень какой-то. Тут он вообще баланище. Вот, наверное, за него. Да-да-да. Ага, вот балан. Так идет. Так балан идет. Я говорю, по всей дистанции прогал найти не мог. Вот она что значит. Ладно, будем сматывать. Все замерзло. Все замерзло, заледенело. Леска замерзлась. Пусто, пусто, пусто. Так, ребят, тут или налим, или что-то трава какая-то. Вот это налим, конечно, блин. Вот это налим, конечно. Вот мужичок говорит, ставь, Андрюха, налимов вот таких на живца. И будет счастье. Щука здесь живет здоровая. Вот тут яма 8 метров. И она вот тут хозяйка.
Нифига тут, блин, что такое тут? Что-то леска туда ушла. Здесь яма, блин, крутит. Даже такие груза не выдерживают. Грамм 170, наверное, груз у меня. Или кто-то тут хулиган какой-то. А, хулиган. Еле-еле сидит. Хулиганчик. Но все равно не крупный, блин. Жареник. Фига он там растянул, блин. Какой жареник. Грамм 500-600 возьмем хоть на пожарку. Ну что тут, бедная лодочка моя замерзла вся. Вся замерзла, вся в снегу. Немного хоть снег уберем. Наш груша замерзла, блин. Нормально. Так, это у нас, ребят, на крупных живцов, я так понимаю. На очень крупных живцов. Что-то по ощущениям, как будто никого нету. Да, как будто никого нету. Ёрш подустал. Сразу потихоньку будем зацеплять. Если бы, конечно, какие-то бодалова были, мы бы, наверное, начали тащить сразу. Ух ты, нифига себе. Что это такое, блин? Перезапуталось что-то все. Или нет, это значит не крупный. Крупный вот этот белый. Крупный белый. Белая бутылка. Там всякие у нас плотвичцы, окуни и так далее. Тут, походу, рыба была, ребят. Бодалась. Замотала вон тот поводок. Смотрите, как перекрутила. Все перекрутила, блин. Да, это рыба была, 100%. Там нижний грузик 40 грамм. Так она, если крупная рыба, то она его протащит спокойно. Тут возле бережка, но здесь глубоко. 3 метра здесь где-то. Прям возле берега. Да, все, ребят. Ёж даже живой. Ну какая-то рыба была. Иди гуляй. Опа.
Посмотрим, что у нас. По ощущениям тоже пусто. Два нижних поводка, ребята, он до сюда обсасывал. Мелкий, наверное, налим. Крючки здесь здоровые. И вот здесь на последнем нету. Мелкие налимы. Хотя пора уже крупных налимов выхода-то. Крупный налим, вот именно что он выходит в самую последнюю очередь, когда уже лед образуется уже за береги. Ну, второй пустой. Поймал. Так, теперь тут разбираться, что у нас там под лодкой. Короче, ребят, тоже пусто. Блин, не сработало ни хрена. Ну вот, ну ничего, бывает. Видно, налим вообще не идет. Стою, ребят, и уплывать неохота. Такая красота, блин, а. Вообще бомбовская. Такие пейзажи. Один на реке. Утро. Шикарно вообще, просто шикарно, ребята. Ну да, не фартануло. Ну видно, по донкам даже сразу было понятно. Тишина. Ну вот, ребят, нормально. Чуть-чуть подплавилась, так скажем. А так, вот ткань такая работает, если что. На примере, ребят, имейте в виду. Можно оснастить. Ну, когда возьму свою печку, то уже сделаем по уму, кольца вырежем. Уже будет все шикарно. Собраться я собрался, весь шмурдяк погрузил, все отлично. В принципе, ребят, очень доволен. Нисколько не переживаю вообще то, что не получилась рыбалка. Рыбалка все равно получилась, ребят. В последнее время уже реально ездим не за рыбой, а на рыбалку. Всем советую, ребята, не ленитесь, не смотрите на этот прогноз погоды. Берите семью, друзей и уезжайте, ребят, на природу, пока еще есть возможность. Потом зимой будем вспоминать эти моменты. Ребят, я прощаюсь с вами. Будьте всегда здоровыми, позитивными. Ну и не унывайте, ребят. Главное маневры, так говорится. Все, ребят, лечу домой. Пока.